эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Развитие транспортной инфраструктуры Якутии обсудили Айсен Николаев и Вячеслав Штыров. Стороны рассмотрели вопросы строительства автомобильных дорог. Маршрутные меньшего сопротивления. В будущем году в столице региона изменится схема движения автобусов. Расскажем, какой будет реформа общественного транспорта в Якутске. За октябрь этого года в травматологию обратилось 819 человек, из них более 200 пострадали из-за гололеда. Как не пополнить ряды пациентов травмпункта и что делать, если избежать падения не удалось, расскажут наши корреспонденты. Полотно, которое в походных условиях может стать тентом, палаткой и переноской. В республике шьют многофункциональные плащи для участников СВО. Движение «Это жизнь» в стране стартовали соревнования по ходьбе «Человек идущий». Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина якутянке Татьяне Владимировне Юдинцевой присвоено звание «Мать-героиня». Татьяна Владимировна вместе с мужем Павлом Васильевичем родили и воспитывают 14 детей. Большая дружная семья проживает в селе Иенгра Нерюнгринского района. Это уже вторая высокая награда семьи Юдинцевых. В 2018 году они получили из рук президента страны орден «Родительская слава». Айсен Николаев обсудил с Вячеславом Штыровым развитие транспортной инфраструктуры Якутии. Рабочая встреча с государственным советником республики прошла в Москве. Главной темой стал транспортно-логистический комплекс региона. Как подчеркнул глава республики, перед Якутией открылись новые возможности после выступления президента России на форуме «Один пояс, один путь» в Пекине, где глава государства очертил будущие направления развития транспортного каркаса Дальнего Востока. Сейчас активно обсуждается проект строительства Северо-Сибирской железной дороги. Она пройдет параллельно Транссибирской магистрали и позволит разгрузить один из самых напряженных железнодорожных участков в мире. Мы должны ставить уже сейчас вопрос, пользуясь случаем, что прорабатывается, о том, что эта дорога должна быть продолжена. Из Устилима она должна пойти на Непу. Непа – это на границе Иркутской области и Якутии. И дальше прямиком через Ленск на Якутск и на Магадан. Значит, вот надо теперь нам в хорошем смысле лоббировать, чтобы этот вариант, если не в проект железной дороги включался, но во всяком случае рассматривался и, будем говорить, начал реализовываться. Виктор Романов назначен министром строительства республики. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев. Кандидатура Романова была согласована в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Ранее должность министра строительства Якутии занимал Павел Калачанов. Авиакомпания «Якутия» возобновляет выполнение рейсов по маршруту Якутск-Уснера-Якутск. Рейсы будут выполняться с 3 ноября по 29 марта. Напомним, в аэропорту Уснера ведется удлинение грунтовой взлетно-посадочной полосы, а также строится новый перрон и рулежная дорожка. Длина обновленной полосы составит более 1,5 километров. Завершить реконструкцию планируется до 10 ноября этого года. Ну а в 2024 году в Якутске планируется переход на новую маршрутную сеть общественного транспорта. При этом поменяются не только маршруты, но и форма организации перевозок. В городе станет больше новых автобусов, изменится схема их движения и появится возможность бесплатных пересадок. Что еще ждет горожан, расскажет мой коллега Петр Васильев. Действующая система общественных перевозок в Якутске была разработана еще в 90-х годах прошлого века, когда улиц, кварталов и населения в городе было значительно меньше. И неудивительно, что сегодня подобная транспортная схема не просто устарела, а уже начала приносить массу неудобств горожанам. Старые автобусы не вмещают достаточно пассажиров, а ввиду новых масштабов столицы транспорт порой приходится ждать по полчаса. Эти недочеты и призвана исправить новая схема, которую разрабатывали, опираясь на научные изыскания и мнение самих горожан. Мы создали не только маршрутную сеть, как она должна работать, но и рассчитали количество необходимого транспорта на линии, сколько должно быть транспорта, именно объективно, и с точки зрения математики, и с точки зрения мнения жителей, и с точки зрения опыта, который у нас есть. Поэтому мы ставим перед собой задачу решить проблему с переполняемостью автобусами и интервалом движения. И третье у нас это так называемая гонка,
маршрутов частных, особенно вот частных перевозчиков, это мы видим, когда несколько параллельных движущихся автобусов разных маршрутов гоняются за пассажирами. Проект новой маршрутной сети предполагает 4 вида новых маршрутов. Магистральные, городские, подвозящие и пригородные. И каждый из них при этом имеет свое строгое место и строгое расположение маршрутов автобусов. Так, например, магистральные будут обслуживать самые загруженные городские артерии. И при этом данный маршрут оснастят самыми вместительными автобусами. Следующий, второй тип маршрута – городские маршруты. Они будут курсировать исключительно по городским кварталам, и интервал движения у них будет 20 минут в часы пик. При этом для большего охвата населения их планируют отправить в обход самых загруженных и крупных городских трасс. Третий тип маршрутов – пригородные маршруты. Они свяжут между собой городскую агломерацию и его пригороды единым транспортным коридором. И при этом подобные маршруты будут ходить строго по графику. И четвертый, так называемый подвозной тип маршрутов. Здесь будут курсировать автобусы среднего класса. Они будут забирать людей из самых отдаленных районов города и довозить их до так называемых транспортных хабов, пересадочных узлов, откуда пассажиры могут доехать на нужном автобусе до любой точки города. Для удобства пассажиров и полноценного функционирования новой маршрутной сети в городе будут созданы транспортные развязки. Предварительно они получили название «Север» и «Юг». Возможно, будет организована и третья точка – «Центр». В этих транспортных хабах жители и гости столицы смогут пересесть на нужный маршрут, при этом пересадка в течение часа будет бесплатной. Система оплаты за проезд в общественном транспорте не изменится, продолжат свою работу так называемые валидаторы – терминалы для оплаты. Также проездные и социальные карты и сохранится возможность оплатить по старинке наличными. Помимо этого планируется ввести систему check-in and check-out, когда пассажиру будет возвращаться часть денег за неиспользованный проезд в автоматическом режиме. Начать переход на новую транспортную схему, чем-то напоминающую систему проезда в крупных российских городах, специалисты планируют летом следующего года. Этот сезон выбран неспроста, чтобы у большинства жителей города до наступления холодов выработалась привычка передвигаться по Якутску по-новому. Петр Васильев, Иван Сорокаумов, Якутск. Также в Якутске планируют полностью обновить автопарк автобусов до 2026 года. Новые автобусы оборудованы кондиционерами и специальными пандусами для маломобильных групп населения. Как сообщил руководитель МКО, организатор пассажирских перевозок Эдуард Садовников, в прошлом году при поддержке главы Якутии приобретено 100 новых автобусов большого класса. В этом году работа продолжится. Садовников сообщил, что будет закуплено еще 40 машин среднего и большого класса. 15 из них марки ЛиАЗ уже прибыли в город и в скором времени выйдут на линии. До 2026 года количество автобусов планируется довести до 280, тем самым полностью обновив весь общественный транспорт. Ну а в Нерюнгри начался сезон гололеда. Наледи на дорогах и тротуарах, как правило, становятся причинами ДТП и травматизма пешеходов. О том, как городские службы устраняют последствия обильных снегопадов, в материале наших коллег. Погода диктует свои условия. Состояние городских дорог, конечно, далеко от идеального. Тем не менее, дорожного коллапса, как в прошлом году, вызванного обильными снегопадами, не наблюдается. А для дорожных служб города Нерюнгри наступила горячая пора. Теплая погода, совершенно не характерная для этих дней октября, установившаяся в Нерюнгринском районе, с одной стороны, радует горожан, но с другой стороны, обильные снегопады и относительно теплая температура воздуха способствуют образованию гололеда как на тротуарах, так и на дорогах города Нерюнгри. Специализированная техника и дорожные рабочие переведены в круглосуточный режим. Большой объем работы выполняется в ночное время, чтобы утром горожане уже не испытывали серьезных неудобств по пути на работу. На сегодняшний день мы подготовились с лета к снегопадам. У нас 14 числа идут обильные снегопады, ежедневные. Техника была подготовлена, подрядчики также подготовлены к этому вопросу. На сегодняшний день мы также подготовили и свою личную технику. Вы можете наблюдать и наш грейдер, который ходит, и погрузчики, которые также двигаются по городу, и наши машины комбинированные дорожные, которые занимаются как раз посыпкой на сегодняшний день. Коллапс транспортный мы не допускаем, работаем со всеми службами, включая перевозчиков внутри городских, ГИБДД, которые нам также помогают указывать точечные проблемные маршруты, где надо подсыпать, где надо почистить. В ближайшие дни на линию заступит еще одна комбинированная дорожная машина, которая полностью закроет вопрос с отсыпкой дворовых территорий и внутриквартальных проездов. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри.
В Якутске же в период с 5 по 24 октября в травматологическое отделение обратились 819 человек, из них более 200 пострадали из-за гололеда. Как не пополнить ряды пациентов травмпункта и что делать, если избежать падения не удалось, расскажем в следующем сюжете. Неочищенные от снега и льда улицы, плохое освещение и невнимательность горожан – вот главные причины получения травм во время гололеда. На этот период необходимо выбирать обувь с хорошим протектором и нескользкой подошвой и обращать внимание на дорогу, не ходить там, где есть явные участки обледенения. Внимание и осторожность помогут вам не попасть в статистику врачей-травматологов. В основном это ушибы, растяжения, переломы дистального отдела костей предплечья и голени. У возрастной группы это компрессионные переломы позвоночника, переломы плечевой кости, проксимального отдела бедренной кости. В случае падения и ощущения даже минимального дискомфорта следует обратиться к врачу. Трещины и небольшие переломы могут быть не сразу заметны, но со временем проявятся, и лечить их будет гораздо труднее. Люди, когда вот друзьями идут, то упал, там, они начинают его лечить. Дергают руку, там, то еще. Это ни в коем случае нельзя. Холод приложить, да. Нет, в целлофан положить и подержать можно. Нужно даже делать. Холод, как его, уменьшает сосудистое кровообращение и этим способствует уменьшению отека. Также в случае травмы конечность необходимо зафиксировать. Для этого подойдет шарф или платок и сразу же ехать в травматологию или же звонить по телефону 03. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. Первый арктический компьютерный томограф в Якутии провел диагностику 220 пациентов Среднеколымской районной больницы и позволил выявить заболевания, которые ранее врачи не могли распознать. КТ запущен в работу в мае этого года и стал частью программы технического переоснащения районной больницы. С финансовой точки зрения прохождение диагностики на компьютерном томографе в районном центре позволяет сэкономить пациентам на оплате проезда на диагностику и специализированное лечение. Раньше для того, чтобы сделать КТ, пациенты выезжали в Якутск, и сейчас могут пройти обследование, не выезжая за пределы района. В России проходит марафон донорства костного мозга «Давай, вступай». Акция началась 1 сентября и продлится 71 день, охватывая 72 города России, в том числе и Якутск. Акция прошла на станции переливания крови и продлилась 2 дня. Подробнее об этом расскажет мой коллега Тимур Колмогоров. В столице республики действовали 2 станции переливания крови. На одной из них прошел марафон по включению в регистр. Управление Федеральной службы судебных приставов по республике Саха-Якутия решило поддержать данное мероприятие и сдаст по 5 мл крови на анализы для включения в регистр. Планируется, что за 2 дня себя в базу данных внесли порядка 40 сотрудников Федеральной службы судебных приставов. Мы, представители молодежного совета управления, приняли решение вступить в регистр доноров костного мозга, потому что считаем, если ты можешь помочь, помоги. Сейчас у нас взяли 3 мл крови на проверку, и этого достаточно для внесения в регистр доноров. И теперь остается только ждать. Людям, желающим войти в регистр доноров костного мозга, необходимо заполнить заявление на портале госуслуги, после чего происходит его обработка. Следом с претендентом связывается оператор станции переливания крови и приглашает на медосмотр с последующим взятием 5 мл крови на анализ. Врачи отмечают, что чем больше народу будет состоять в регистре, тем больше вероятность того, что найдется человек, имеющий совместимость по ряду параметров. Вот, значит, вообще, вот надо сказать, что в нашем федеральном регистре доноров костного мозга Российской Федерации всего на настоящее время около 300 тысяч. Это, конечно, очень мало, потому что многообразия генотипов нет. И зачастую наши пациенты, больные лейкозами, не могут подобрать себе донора. Поэтому нам нужно, конечно, развивать, увеличивать этот регистр. Сдача костного мозга является довольно редким видом донорства. В настоящее время в России в регистре состоит около 300 тысяч человек. В Якутии насчитывается примерно 500 доноров. Тимур Колмогоров, Георгий Григорьев, Якутск.
Бригада врачей из Якутии прибыла во Владивосток для работы с ранеными бойцами СВО. В составе бригады есть хирург, травматолог и психиатр. Врачи с начала октября и до середины ноября будут проводить работу по сопровождению мобилизованных и раненых бойцов, находящихся на Дальнем Востоке. Специалисты проводят с ними беседы, осматривают раненых и консультируют мобилизованных и оправившихся после ранения бойцов для прохождения медосмотра. В этом году мы начали работу с весны, с марта месяца этого года. Приезжаем уже третий раз наземным путем, то есть мы начинаем работу в Самурской области, заканчиваем Приморским краем и обратно уже едем тоже. По тому же маршруту уже с новым контингентом встречаемся. То есть список у нас постоянно обновляется. Приезжают свежие, вот. То есть на обратном пути уже мы встречаемся уже со свежими. Родители более 102 тысяч детей в Якутии получают единое пособие. С момента вступления в силу закона о едином пособии данная мера поддержки в республике была назначена родителям 102 980 детей и 4 тысячам беременным женщинам. Из них единое пособие получают 522 семьи участников специальной военной операции. Оно назначено на 983 ребенка и 14 беременных жен. С момента старта выплат региональное отделение социального фонда перечислило семьям свыше 12 миллиардов рублей. Право на единое пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, которая установлена в нашем субъекте по месту жительства заявителя. Семьям граждан, призванных на военную службу по мобилизации Вооруженные силы Российской Федерации, при назначении единого пособия при расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются такие доходы граждан, призванных на военную службу. В Якутии продолжают оказывать поддержку бойцам СВО. Сотрудники Управления строительного и жилищного надзора Якутии приняли решение внести свою лепту и помочь бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции. Они шьют многофункциональные плащи, которые в походных условиях могут стать палаткой, переноской, подстилкой, покрывалом и тентом. Продолжит тему Даяна Федорова. Плащи, сшитые из непромокаемой ткани со специальной подкладкой из флиса, которая позволяет сохранить тепло. Плащ можно носить поверх амуниции. Также у него есть специальные выемки, благодаря которым можно растянуть плащ и закрепить его на колье или ветке. Управление строительного и жилищного надзора Якутии решили пригласить опытную швею, которая даст уроки создания многофункциональных плащей. Так, сотрудникам управления мастер-класс проводится 3 раза в неделю. Занимаюсь шитьем более 10 лет. Так, и по готовым лекалам краим сперва и приступаем к шитью. Сначала обрабатываем края, выемки по углам и капюшоны. Ткань средней плотности, она с внутренней стороны с начесом. И довольно-таки легко шьется. В таких машинках тоже можно шить. Бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, необходим полный комплект военного снаряжения. В осенне-зимний период большим спросом пользуются многофункциональные плащ-палатки. Они легко устанавливаются и становятся тентом. При необходимости можно воспользоваться специальными выемками, через которые продевают веревки и используют в качестве носилок. Всего планируется шить более 300 плащей. Отправка запланирована в следующем месяце. Исходя из собранных средств, у нас получилось заказать где-то 850 метров ткани. Ткань мы выбрали такую хорошую, которая имеет необходимые такие характеристики, как водонепроницаемость, также имеет подкладку для тепла, необходимого для сохранения тепла. Шьем, получается, планируем шить где-то порядка 300-350 штук. До конца следующей недели мы все это закончим и отправим. Помимо этого, в прошлом году в зону СВО Управление строительного и жилищного надзора Якутии поставили порядка 1000 блиндажных свечей. В этом году планируется увеличить объем до 1500. Первую партию в количестве 650 штук уже направили, вторую партию отправят уже совсем скоро. Даяна Федорова, Семен Семенов, Якутск.
Волоконно-оптическую линию передачи протяженностью 7000 километров проложат в 11 районах республики до конца 2025 года по программе «Информационное общество». Это начинание направлено на цифровизацию арктических районов Якутии, где проживает более 72 тысяч человек. Старт проекту дал в мае 2022 года глава республики Айсен Николаев. Руководитель региона поручил начать строительство высокоскоростной оптической линии связи до арктического поселка Жиганск. В рамках недели ювелира студенты и преподаватели Якутского художественного училища провели мастер-класс по созданию якутских сережек и косоплеток. Серьги изготавливаются из медной проволоки и бусин, на украшения для волос косоплетку изготавливают из специальной кожи и украшают медными вставками и бусинами. Необходимый материал предоставляет художественное училище. На мастер-класс было много желающих, однако из-за нехватки необходимого количества материалов места были ограничены. Так, на мастер-класс попали первые записавшиеся 50 человек. Конечно, мастер-классов сейчас в наше время очень много, но именно художественное училище имени Романова, именно вот эти вот национальные украшения, изделия, и они, конечно, импонируют, что они исторически достоверны, они хорошо, глубоко изучены, и весь материал предоставляется, у нас еще есть помощники. Ага. Мне нравится как-то вот именно к истории, культуре приобщаешься. В рамках федерального проекта «Человек идущий» в стране стартовали соревнования по ходьбе. Данное мероприятие реализуется при поддержке Министерства спорта России с 2019 года и нацелено на повышение ежедневной физической активности среди различных категорий населения в командном зачете по фоновой ходьбе. Подробности узнаем в нашем следующем сюжете. Проект проходит в два этапа – предварительный и основной. С 26 сентября по 10 октября желающие зарегистрировались, выбрали формат индивидуальный или командный и прошли обучение. 15 числа начался основной этап соревнований, в ходе которого участники установили специальное приложение, подсчитывающее количество шагов. На основе этих данных при подведении итогов будут сформированы рейтинги. Организаторами всероссийского соревнования «Человек идущий» является общественная организация «Лига здоровья нации», председателем которого является Лея Бакарея, известный хирург. Они совместно с Министерством спорта Российской Федерации сделали приложение «Человек идущий». В категории соревнований входит 6 категорий. Это в первую очередь это студенческие команды, команды ЗОЖ, команды пенсионеров, команды муниципальных образований и самая большая многочисленная армия – это корпоративные команды. У многих якутян ходьба успела войти в привычку, а подобные приложения уже давно скачаны на телефон, поэтому участие в соревнованиях, стартовавших в республике 30 сентября во Всероссийский день ходьбы, они восприняли с энтузиазмом. Такие конкурсы должны проводиться чаще, потому что сейчас мы должны агитировать здоровый образ жизни будущим поколениям, нашим детям, обучающимся. Если человек спортом не занимается, профессионально, то пусть, ходьба тоже как вид спорта. Проект «Человек идущий» создаст необходимую мотивацию для увеличения физической активности среди населения и всеобщего оздоровления. По словам врачей, прогулки продолжительностью в 1,5 часа и более способствуют не только укреплению иммунитета, но и снижению риска многих заболеваний. Марина Захарова, Алексей Степанов, Семен Семенов, Якутск. К этому часу это все новости. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а я с вами прощаюсь. Оставайтесь на нашем канале.